Здравствуйте, девочки, группы до 19. Я рада вас видеть. Мы продолжим курс обучения дисциплины «История моды и стиля». Тема сегодняшней лекции – западноевропейский костюм 20 века. До этого момента мы с вами уже изучили эволюцию костюма, начиная с древнего мира до 20 века. Наша лекция состоит из 5 пунктов. Первое – это костюм в 1900-1925 годах. Второй пункт – костюм 1925-1940 годы. Третий пункт – мода во время Второй мировой войны и послевоенные годы. Четвертый этап нашей лекции – мода 1960-70-х годов. И пятая – мода 1980 и 90 года. Так вот, начнем нашу лекцию с первого этапа, с начала 20 века. Значит, основными факторами, определившими развитие европейского костюма в начале 20 века, послужили мощный технический подъем, массовое производство промышленное, новые условия жизни, новый образ жизни. Что сюда мы отнесем? Это развитие транспорта и использование женского труда на предприятиях, а также на развитие моды и стиля в начале 20 века повлияла, конечно же, Первая мировая война 1914 года. Так вот, начало демократизации одежды послужило, что мода уже являлась предметом купли-продажи, изменения происходят все чаще. Ну и мода, подчиняя своим требованиям промышленного изготовления товаров массового производства, становится доступной не только избранной верхушке, но и широким слоям населения. В 20 веке, в начале 20 века, значит, у нас вместе с продолжающимся развитием промышленного производства возникает художественное моделирование. До сих пор мы с вами изучали 19 век, и если вы помните, девочки, то в конце 19 века в результате индустриального бума появилась такая деятельность, как дизайн. Так вот, этот дизайн продолжает свое развитие и в 20 веке. Во Франции, которая являлась законодательницей моды, появляются первые дома моды. Появляется такая профессия, как кутюрье, то есть художник-модельер одежды. Это ваша профессия, девочки, будущие дизайнеры. Именно кутюрье впервые предлагают рационализировать стиль костюма, который уже будет отличаться простотой, отсутствием лишних деталей и дорогой отделки. Какой же стиль был моден на начало 20 века? Продолжает развитие стиль модерн, который получил свое начало в 19 веке. И этот стиль модерн предполагал, что оказывать силуэты S-образные, использование уже более тканей цветовой приглушенной гамме, это светлые оттенки голубого, темно-зеленый, бронзовый, оттенки серого, розового цвета. Вот посмотрите на эти рисунки. Здесь на первом рисунке изображена модель, юбка с запахом, между прочим, то, что сейчас модно, второй или третий год, и продолжает не уступать место модели платья и юбки с запахом. И костюм дополняли шляпы огромных размеров, с перьями, с бантами, с цветами. Обратите внимание на аксессуары, дополняющие костюм. Перчатки здесь, серьги, туфли с заостренным концом на невысоком каблуке. Так вот, продолжается эмансипация женщины. Я уже говорила вам до этого, что в связи с тем, что уже женщины начинают работать, уже возникла необходимость укорачивания юбок
И, значит, удобство в одежде, конструкция более простая идет. И, значит, богатая отделка уже не присутствует. Что еще хотелось бы сказать? То есть, если вы помните, в XIX веке известный первый, можем так сказать, модельер Поль Пуаре предложил избавиться от корсета. Война с корсетами ведется не только художниками-модельерами, но и врачами-гигиенистами. Так вот, в начале 20 века Поль Пуаре в 1913 году предложил платье без корсетов. Как видите на рисунках, такие платья как раз-таки и присутствуют. Ну, значит, Поль Пуаре не только не использовал корсет, а в своих коллекциях он предложил мотивы, значит, Древнего Рима, Древней Греции, античные. Вот посмотрите, справа платье женщины с красивой драпировкой, элемент античности. А также в своих коллекциях Поль Пуаре предложил использование русских мотивов. На рисунке слева русская шуба превращается в красивое элегантное манто от цвета бордо. Женщины используют меха, и завышенная талия юбок используется. Ну, значит, Первая мировая война 1914 года изменила образ жизни народов европейского общества, и именно во время Первой мировой войны в общих чертах складывается костюм, который будет носить в 20 веке. Здесь уже основательно исчезли корсеты, стали использоваться функциональные застежки и детали, заимствованные из форменной одежды. Во время Первой же мировой войны начинает свою деятельность и известная Коко Шанель. Коко, как вы знаете, это уже псевдоним, а так настоящее имя этого дизайнера Габриэль Шанель. Так вот, она, значит, в связи с теми условиями, военными условиями, когда отсутствовали разные ткани для пошива одежды, она предложила для своих клиенток, для населения пошив костюмов из необычного тогда материала трикотажного полотна, который до этого используют только в качестве материала для пошива изделий и спортивной одежды. Ну, Коко Шанель, она не только предложила, но она продвигала идею самостоятельной, эмансипированной женщины. Так вот, 20-е годы это то, что привело к тому, что в 1926 году юбки укоротились, достигли колена, а также появляется стиль а-ля гарсони, что значит в переводе с французского как мальчик. То есть с короткие стрижки у женщин. Далее переняли элементы мужского гардероба, клубные пиджаки, галстуки, сорочки. Ну, кроме того, что война повлияла, еще повлияло на влияние моды занятия спортом. Вот здесь посмотрите справа на рисунке наверху изображены девушки в спортивных костюмах на лыжах. Отчасти элементы костюма были, переняли они от мужского костюма. Это форма авиаторов и шоферов. На нижних рисунках посмотрите модели с застежками уже в виде коротких курточек, удобные изделия для женщин. Ну и слева на рисунке здесь девушка на коньках, уже с короткой шапочки, маленькой шапочки для мальчиков предназначенная, юбка удобная и такая курточка. Ну, что еще? Чем отмечается начало 20 века? В 1920-х годах развивается производство одежды, стремительно развивается, это готовая одежда, потому что в условиях войны уже заказы для дизайнеров уменьшаются, и они понимают, что нужно производить готовую одежду. В те же годы становится популярной профессия манекенщиц.
Этому способствовало то, что самые известные манекенщицы были аристократками. Ну и кроме Коко Шанель, Поля Пуаре, я могу назвать вам еще имена таких дизайнеров, прошлавших в то время. Это Мадлен Виане, которую называли архитектором кроя. Она первая придумала крой по косой, который до сих пор вы, девочки, используете при пошиве платьев и юбок по косой. Значит, чем еще отмечено то время? Тем, что 20-е годы начинает набирать обороты уже и мужская мода. Потому что до тех пор только модельеры уделяли внимание только женскому гардеробу. Вот, а если посмотрите на эти рисунки, обратите внимание, какие были брюки, широкие, удлиненные пиджаки, с широкими лацканами, двубортные на левом рисунке, на правом однобортные. Это вот в первых журналах мод показывают такие костюмы с видом спереди и сзади. Ну, давайте теперь перейдем ко второму этапу нашей лекции. Костюм в 1925-1940 году. Чем ознаменовался этот период? В этот период отмечено творчество таких модельеров, как Эльза Скиапарелли и Малине. Эльза Скиапарелли. Первый рисунок вот на красном фоне, черное платье. Это ее модель. Она известна тем, что всегда привносила новый взгляд в свои модели, необычность, фантазийные модели у нее были, и ее по праву можно считать основательницей стиля авангард. Она первой стала использовать в своих коллекциях целлофан, радафа, ткани с микропрядами, и она же первой предложила использовать замок-молнию в вечерних нарядах. Справа это тоже коллекция из ее моделей. Ну, давайте теперь перейдем к третьей нашей части. Мода во время Второй мировой войны и послевоенные годы. Вторая мировая война, как и Первая, оказала немаловажное влияние на развитие моды. Чем именно? В то время все дома мод почти закрылись, только остались работать дом моделей Коко Шанель и Мадлен Виане. И что они предлагали? Они предлагали экстравагантные модели, которые были не всем по карману, будем говорить, широкому населению. Так вот, тяжелые условия войны, будем сказать, заставили широкое население переделывать старые вещи и заниматься самодельной модой. Что хотелось бы отметить? В то время развивается изготовление одежды с отделочными деталями, такими как корсет, штанные клинья, карманы накладные из других тканей. Также моделировали модницы того времени свои изделия. Они брали старые вещи, два платья, к примеру, старых, и перешивали их на одно новое платье. Вот, кроме старых платьев, шли и наволочки, мужские рубашки, одеяла, простыни. Все, что имелось, они переделывали на женские платья, детские изделия. Ну а из занавесок с большим успехом они пошивали нарядные платья и свадебные платья. Так вот, значит, чем еще отличились того времени, так как шелк натуральный был недоступен, в то время уже набирает популярность использования вискозного шелка. Вместо чулков использовали носки или вязали сами шерстяные носки. И в этот же период, во время войны, появляется распространяется манера носить туфли и босоножки на босую ногу. Посмотрите, справа костюм, здесь юбка, жакетом болеро. Это уже костюм послевоенного времени.
как видно на рисунке слева. Обратите внимание, девочки, на длину платьев, юбок, чуть ниже колена, прилегающий силуэт, и обязательно костюм дополняет головные уборы красивые, сумочки и, значит, туфли с зауженным носком. Вот перед вами один из вариантов костюмов женского послевоенного времени. Юбки прямые ниже колена и жакеты в стиле а-ля Шанель. Обувь не такая-то изящная, но в связи с условием того времени. Что еще хотелось бы отметить, девочки? В 1947 году известный модельер Кристиан Диор придумал стиль New Look. Чем характеризуется? Вот перед вами две модели в этом стиле. То есть New Look — это подчеркнутая талия, широкая юбка и прилегающий силуэт жакета. Слева белый жакет с баской, это клубный жакет, тоже изобретение Кристиана Диора. Этот стиль, как вы знаете, издает свою позицию уже на протяжении 2-3 лет и в наше время. Очень изящный, красивый стиль, подчеркивающий женственность девушки и, значит, идущий почти абсолютно женщинам всех параметров. Ну а теперь, после военных годы, я хотела показать вам вот этот рисунок. Эволюция женского костюма с 40-х по 60-е годы. Обратите внимание на силуэты моделей, на длину моделей, на аксессуары, дополняющие костюм, прическу, головные уборы. Вот начнем с первой модели. Здесь платье в стиле New Look, подчеркивающий талию, широкий пояс, завязывающийся на бант, длина ниже колена и рукава цельнокроенные. Вторая модель, прилегающий силуэт, юбочный костюм, жакетика двубортным и с отделкой из темной ткани. Аксессуары, 2 нити жемчуга и красивые изящные туфли. Третья модель, платье синего цвета, тоже прилегающий силуэта. Сверху жакет болеро с широкими рукавами. В качестве аксессуаров очень грамотно использована сумочка, туфли и головной убор под цвет платью и, значит, перчатки. И четвертая модель, платье в стиле New Look, но здесь даже идет смешение морского стиля, сочетание белых и синих полос. Дальше. Знаменитая Коко Шанель, она после военных года предложила такие вот модели. Обратите внимание, первый рисунок, первая фотография, юбочные костюмы, белый юбочный костюм, юбка, чуть расклешенная к низу, ниже колена с жакетом. И туфли на моделях, знаменитые туфли, двухцветные туфли, сложенные в свое время домом Коко Шанель. Посередине жакет, выполненный в нейтральных, таких черно-белой гамме. И третья модель, знаменитый твидовый костюм Коко Шанель с ее знаменитой сумочкой на цепочке и соответствующий головной убор. Ну, давайте теперь приступим к 4-му этапу нашей лекции, мода 60-х и 70-х годах. Стремительно послевоенное время начинает развиваться мода, уже подъем экономический, но идеи Коко Шанель и в те годы тоже стоят на первом месте. Вы, наверное, слышали, девочки, о знаменитом черном платье, маленьком платье, известной Коко. Так вот, это черное платье разных вариантов использовали многие знаменитости, в том числе и кинодивы, киноактрисы. На первом рисунке Мэрилин Монро, на втором Одри Хепберн, знаменитая итальянская актриса, посмотрите, платье-футляр, ничего лишнего, скромное и в то же время изящное, и костюм дополнен бижутерией из нитей жемчуга и перчатками. И третья модель в стиле New Look с подчеркнутой талией и широким поясом бантон.
Далее, смотрите, в те годы, 60-е годы, развивается творчество известного дизайнера Пьера Кардена. Так вот, на рисунке на большом справа он представлен со своими моделями. В то время он предложил очень такие изящные платьица прямого силуэта или слегка трапециевидные, с изображением геометрических рисунков. Обратите внимание, девочки, на дополнение. Головной убор у них тоже в виде геометрических фигур, туфельки изящные на небольшом устойчивом каблуке и прически соответствующие. Причем из бижутерии ничего не присутствует, стиль минимализм. И слева на рисунке повторяется стиль нью-лук, барный жакет, но более уже современный вариант. И в 60-е годы еще особенность возникает скандальная мини-мода. Ее придумала Мэри Квант в 1962 году. И кроме этого развивается еще одежда в стиле прет-а-порте. Почему? Потому что модно становится именно готовая одежда из новых синтетических тканей, значит, не мнущихся, легко стирающихся. И клиентура известных домов мод сокращается, и известные дизайнеры уже вынуждены создавать коллекции в стиле прет-а-порте. Наряду с Пьером Карденом развивается творчество и известного дизайнера Ив Сен-Лорана. Это именно он придумал классическую женскую одежду на основе мужской одежды. Платье смокинг в 70-м году, шорты, стиль сафари – это тоже изобретение этого великого дизайнера. Что еще особенность этого периода? В 68-69 году одновременно в моде возникли две длины. Известны сейчас вам это мини, макси и миди. И в 70-х уже годах, кроме мини-моды, возникли следующий стиль, такие как значит, романтический, джинсовый, этнический, фольклорный, спортивный. И в конце 70-х годов появляется новый стиль в индустрии моды, это стиль эклектика. По-другому называют его диффузным стилем. Автором этого стиля стал известный японский дизайнер, модельер Кензо. Ну а в 1974 году на Олимп высокой моды восходит еще один известный дизайнер Джорджо Армани, который по сей день творит и предлагает поклонникам модной одежды все новые и новые модели. Вот посмотрите. Молодежная мода 60-х годов. Почему именно молодежная мода становится на первое место? Потому что основными потребителями моды является молодежь. Ну и вот в 1977 году, на рисунке справа посмотрите, стиль панк возникает в Англии, и влияние рок-музыки тоже сказывается на моделях дизайнеров того времени. Здесь предложены костюмы в джинсовом стиле, в стиле панк и в свободном таком молодежном стиле. Если обратите внимание на рисунки слева, красный комбинезон. Этот комбинезон длина брючин широкая, как кюлотов, которые 2-3 года у нас уже модны. Вот такие, значит, модели были предложены в 60-70-х годах. Вот теперь классический стиль, но этот классический стиль, он немного преображен. Значит, женский костюм в классическом стиле, а мужчина здесь уже более такой эклектический стиль, вверх классический, а внизу брюки в стиле сафари. Ну а слева на рисунке предложены модели юбки-карандаш, столь популярны в наше время. Как видите, девочки, юбка-карандаш возникла достаточно давно. А теперь хочу, девочки, предложить вам эволюцию женского костюма в 60-70-х годах. На первый рисунок обратите внимание. Стиль, созданный Пьером Карденом. Платье достаточно простенькое,
чуть трапециевидное, никаких излишеств. Рядом платье 68 года, чуть полуприлегающее платье, выполненное в классическом черно-белом цвете, с изящными туфлями и прической того времени. Третья модель, как я уже сказала, возник стиль сафари, придуманный им Ив Сен-Лораном. Так вот, костюм 1971 года как раз-таки из этого стиля. Брюки клешеные к низу, сверху жакетик с короткими рукавами и соответствующая сумка на плече. Ну а четвертая модель 1973 года, здесь элемент фольклорный присутствует, платье крестьянского стиля, будем так говорить, с глубокой круглой проймой и из ткани мелкий цветочек. Вот костюмы 70-го года. Брюки чуть клешеные к низу, юбки плессированные на левом рисунке в голубой гамме, а на правом рисунке, обратите внимание, первая модель, расширенные слегка к низу брюки и сверху тренч того же цвета. Ну и перейдем к последнему этапу нашей лекции, девочки, это мода 80-х и 90-х годах. Что было особенно в те годы? Ну, в 80-х годах произошел экономический подъем, уже потребители стали лучше жить, условия жизни увеличились, улучшились, и, значит, соответственно, костюм стал символом успешной карьеры. Многие могли позволить уже покупать хорошего качества, известных марок костюмы, и в 80-х годах возродились классические формы. Но эти классические формы, они назывались уже неоклассикой, то есть новая классика. Обратите внимание на вот эти рисунок и фотографии. Брючные костюмы, расширенные слегка двубортные, и значит, юбка выше колена и красное платье того времени на выход. Но и в то же время был популярен стиль диско-стиль. Посмотрите на этих девушек того времени. Чем отличалась? Почему так? Потому что, значит, яркие цвета, потребность такая была, и вот такой стиль в то время возник. Вот обратите внимание на костюмы, строгая классика, геометрические линии резкие, верхняя одежда, женские, значит, костюмы. Далее посмотрите. Вот такие варианты были в то время модные. Значит, высокая мода, она уже, будем так сказать, спустилась на массовую моду. Ну и 90-е годы был очередной экономический кризис, который, конечно же, оказал свое влияние на мир моды, на индустрию моды. И все, значит, стали чаще в то время говорить, что идея моды вышла из моды, так как одежда улицы уже все больше напоминает одежду с высоких подиумов, а массовый потребитель, он уже предпочитает удобство в одежде. Каждодневные майки удобные, джинсы, брюки, шорты. И в связи с этим возникает стиль гранж у молодежи. Ну, подытоживая 90-е годы, хочу сказать, что в 90-х годах все большее значение уже приобретает не силуэт, а цвет и фактура материалов. Значит, на этом, девочки, лекция закончена. Думаю, надеюсь, я достаточно за такой период времени постаралась вам объяснить эволюцию костюма 20 века. Значит, ну, это очень обширная, большая тема, ее изучать можно долго и долго. Если возникнут вопросы, обращайтесь ко мне по WhatsApp. До следующей встречи.